Ассоциация Совет муниципальных образований Коми выявит поселение, которое лучше всего организовало работу по содействию избирательным комиссиям при проведении выборов главы республики 14 сентября. Конкурс стартовал 20 августа. Подробнее о нем мы поговорим с исполнительным директором Ассоциации Совет муниципальных образований Коми Юрием Балабоновым. Юрий Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. вечер. Почему пришла идея проведения такого праздника? На местах не все в порядке с проведением избирательных комиссий? Дело в том, что действующее избирательное законодательство, на самом деле, закон об основных гарантиях избирательных прав, закон о местном управлении, определяет определенные полномочия на органы местного управления. В данном случае вот именно полномочия по содействию участковым избирательным комиссиям в организации выборов возложены на глав муниципальных образований, на органы местного управления. И, в общем-то, даже действующие нормы закона, это даже не права, а, скажем так, обязанности органов местного управления помогать участковым избирательным комиссиям проводить выборы на местах. Поэтому, в общем-то, мы лишний раз напоминаем об этих обязанностях, просто через общественную организацию, в данном случае через Ассоциацию Совета муниципальных образований. И при этом у нас уже есть опыт такой. Мы в 2012 году, в октябре 2012 года проводили такой конкурс, когда у нас были выборы на поселенческом уровне. А по каким критериям будут оценивать поселение и кто будет оценивать? Критерии у нас, в общем-то, заложены в самом федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав. Там написано, в каких направлениях органы местного управления и главы поселений могут помогать участковым избирательным комиссиям в организации выборов. Я скажу там некоторые критерии. Например, благоустройство. То есть избирательный участок должен быть подготовлен, должны быть там дорожки, зимой раньше это было, их посыпали песочком, сейчас они должны быть, не должно быть мусора, грязи, может какие-то клумбы туда посадят. Вариации разные, освещение, например, что там должно быть, у нас же все равно республика Северная, и уже в сентябре месяце уже будет где-то к вечеру темнеть, поэтому освещение тоже немаловажный фактор. Оформление самого избирательного участка, могут быть какие-то дополнительные плакаты, культурно-массовые мероприятия в день голосования, предположим, глава поселения, может, есть какие-то самодеятельные коллективы, которые могут дать концерт. Озвучивание избирательного участка, то есть надо создавать атмосферу праздника, то есть музыка может около избирательного участка звучать, то есть выездная торговля, то есть направлений много закон определяет. И, в общем-то, эти критерии мы хотим собрать, чтобы нам главы поселений представили информацию, фото, где-то отчет просто о том, как они подготовились, как они провели этот, скажем так, праздничный день выборов. На ваш взгляд, насколько активны будут поселения? Есть ли уже какие-то заявки, может быть? Активность, я думаю, что порядка почти что все у нас поселения включатся в эту работу, потому что мы проинформировали все поселения, и судя по тому, как у нас сейчас идет обратная связь, то есть отзваниваются главы поселения, уточняют критерии, уточняют возможности, в общем-то, я полагаю, что будет, видимо, все 179 сельских и городских поселений будут участвовать, в общем-то, в этом конкурсе. А когда подведут итоги конкурса и какой же приз ожидает победитель? После 20 сентября по 25 сентября будет уже у нас, когда все будет собрано, все работы, мы будем оценивать всех участников. У нас там идет несколько номинаций, потому что мы все понимаем, что поселения все разные. Есть поселения в 500 человек жителей, есть поселения, села, предположим, поселения, села в несколько тысяч жителей. Поэтому у нас 4 номинации в зависимости от количества проживающих в том или ином поселении. А комиссия у нас создана, в общем-то, из 4 человек. Мне приходится, в общем-то, входить в эту комиссию. Также мы включили в комиссию Дарью Шучалину, Дмитрия Плотникова, и у нас будет один представитель от избирательной комиссии Республики Коми. То есть специалист, который буквально может тоже нам где-то подсказать, тоже, в общем-то, и дать неоценимую помощь в принятии решений. А по поводу призов, которые ждут победителя? Призы у нас, к сожалению, не такие, они масштабные, как «Попади в десяточку», но призы действительно интересные. У нас призы, грубо говоря, от 35 тысяч до 10 тысяч, потому что у нас будет 4 номинации по 3 места, то есть, грубо говоря, из 179 поселений 12 поселений получат, в общем-то, будут отмечены. Понятно. Спасибо.
Спасибо вам, Спасибо. Юрий Викторович. Я напомню, у нас в гостях был Юрий Балабонов, исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Коми.